Итак, представлю сразу гостя нашей студии. У нас в гостях уполномоченная по правам человека Анас Кишмария. Анас, приветствую. Добрый день. Спасибо, что пришли к нам. Рады вас видеть. Это первое ваше интервью. Радио «Спутник». Большое интервью, можно сказать. И хочется поговорить не только о том, как вы работаете, как вы взаимодействуете с коллегами из России, какими вопросами сейчас конкретно занимаетесь. Надеюсь на такой большой интересный разговор. Большое спасибо, что пригласили. Действительно, я в своих комментариях всегда подчеркиваю важность работы журналистов в освещении и вообще в становлении правозащитной деятельности, потому что журналист — это первый индикатор здорового гражданского общества, в принципе, гражданского общества. Поэтому вам большое спасибо за внимание к нашей деятельности и за приглашение на данное интервью. Начнем, наверное, тогда с общего вообще вопроса, с того, в каком состоянии свобода, да, свобода слова, как вы вообще видите, не так давно, да, можно сказать, вы приступили к своим обязанностям, хотя уже и было время ознакомиться с ситуацией. Свобода слова, вот когда мы о ней говорим, у нас часто и правозащитники, и журналисты, и активисты говорят о том, что вот в стране нет политзаключенных. Это такой серьезный показатель свободы слова. Есть независимые СМИ, есть оппозиция. Вот вы как оцениваете, как уполномоченная по правам человека, ситуацию в целом, как вы видите? Начну сначала с вашего последнего вопроса, касаемого свободы слова. Да, действительно, мы можем гордиться тем, что у нас открытое общество, у нас нет тем запретных и нет тем, на которые мы не можем говорить. По крайней мере, в вопросах свободы слова для СМИ и гражданского общества, как вы подчеркнули, политзаключенных у нас нет, и это действительно яркий показатель. Слава богу, пока. Пока да. Но, тем не менее, у нас есть ряд других проблем, которые тоже связаны с нашей ментальностью. Да? Вот мы говорим свобода слова, нет запретных тем, а тут я вот поймала себя на мысли, что есть запретные темы. Мы почему-то не хотим вслух говорить о таких проблемах, как наркомания, например. Это больная тема для нашего общества, но мы ее... Тут я не согласна с вами. Да, мы не готовы говорить о ней как о болезни. Мы не готовы. Мы говорим о ней как о проблеме, но не хотим признавать ее как факт болезненности и как факт того, что нам ее нужно решать согласованно, не порицанием, а именно согласованно помогать людям. Также вот у нас есть больная тема, больная для нас, для правозащитников. Это тема домашнего насилия, которая в ряде кругов наших, общественных и политических, не признается как существующее. То есть темы, на которые мы как бы не готовы говорить. Но при этом для журналиста и для человека, освещающего эти проблемы, нет никаких сложностей или закрытости. Мы периодически собираемся на разных мероприятиях, круглых столах, которые являются общедоступными, они освещаются журналистами, и эти темы поднимаются. Ну вот когда о домашнем насилии говорят, очень многие даже вот приходилось делать материалы на телевидении, но говорят, что это за уши притянутая тема. Вот в Абхазии не настолько это серьезно, что это вот сгущают краски и журналисты. Я 15 лет преподаю в Абхазском государственном университете, и когда эту тему мы поднимали со студентами, они мне не поверили. Я сказала, спасибо вашим родителям и кругу вашего взаимодействия, что вы не верите в реальность. Если ты эту ситуацию не узнаешь из первых уст и не пообщаешься с жертвами домашнего насилия, ты не поверишь в то, что это существует вообще, не то, что в нашей стране. К сожалению, оно существует. Мне кажется, сами жертвы не понимают, что они являются жертвами домашнего насилия. Такое. Это очень серьезный психологический фактор, да, и действительно зачастую жертвы домашнего насилия не желают посадить или как-то наказать насильника, хотят, чтобы это просто остановилось. Тут очень такая скользкая тема, она долгая. Вообще для отдельного, наверное, разговора, подробного, конечно. Не хочется сейчас тратить на это ваше эфирное время, хочется поговорить о нашей деятельности. Да, вы правильно сказали, что в своей должности я совершенно недавно, должность уполномоченного по правам человека я занимаю фактически 8 месяцев, и когда мы начали свою деятельность, я так для себя обрисовала некий план действий на среднесрочную, долгосрочную перспективу, да, помимо того, что мы занимаемся конкретными случаями по обращениям, да, у нас еще ряд таких вот важных действий, и вот ряд этих действий мы для себя в некий план расписали, да. Прежде всего, с чего мы начали нашу деятельность, это взаимодействие с коллегами из дружественных Абхазии стран. За эти 8 месяцев нам уже есть чем похвастаться, да, у нас было очень много интересных мероприятий,
Начали мы с того, что по приглашению федеральной уполномоченной по правам человека Российской Федерации прибыли в Дом прав человека в городе Москва, где подписали меморандум о взаимодействии. Он у нас расписан по пунктам, да, и самое интересное для нас то, что мы расписали возможность совместного приема наших граждан. Да, потому что самой посещаемой для граждан Абхазии страной является Российская Федерация, и там у нас случаются сложности. Также самыми частыми туристами это граждане Российской Федерации у нас, и в такое взаимодействие оно носит... То есть граждане Абхазии могут в Россию обращаться? Обращаться, да, и мы можем совместно. У нас благодаря ковиду появилась новая связь коммуникации, видеоконференц-связь, либо в таком формате, либо вот в личном формате. То есть, это хорошо упрощает. Были такие обращения уже со стороны наших граждан в России или наоборот здесь туристы обращаются к вам? Туристы к нам обращались в нескольких случаях, связаны они были с дорожно-транспортными происшествиями, но мы их локально на месте решали, то есть не было необходимости вовлекать сюда третью сторону. Вот. Помимо взаимодействия с федеральным уполномоченным, мы развиваем региональное взаимодействие. Мы в октябре месяце поучаствовали на 2 серьезных мероприятиях, 2 масштабных мероприятия проходили тоже в Москве. Это Евразийский альянс омбудсменов и научно-практическая конференция, в которой принимали участие 47 стран. Это, может быть, немножко даже по-детски прозвучит, но особая гордость, когда ты заходишь в огромный зал, и среди 47 стран-участниц твой флаг стоит первый. Да, даже так. Исходя из алфавитного порядка, естественно, но тем не менее это здорово берет за душу, что вот абхазский флаг, который вызывал интерес, мы рассказывали о своей стране, было много личных контактов вне пленарных заседаний. То есть такие возможности, которые не только расширяют круг твоих знакомств, но и упрощают тебе понимание того, как действовать в конкретных своих случаях. Да, мы пока общались, много нового подчеркнули из законодательств соседних стран, которые у нас бы хорошо сработали. Да? Например, когда мы готовились к конференции, я постоянно тоже об этом говорю, что законодательство Республики Абхазия наделило уполномоченного широкими полномочиями, действительно широкими полномочиями. И тут тоже важно подчеркнуть, что мы и в этом проявили чудеса демократии, потому что уполномоченный не подчиняется ни одному ведомству. Вы говорите, что не подчиняется. На практике, на самом деле, насколько действенны эти рычаги, эти возможности, которыми обладает к этому я подвожу. сам аппарат? Мы имеем широчайшие полномочия и при этом не имеем рычагов, механизмов влияния. Да, то есть это на бумаге. У нас широкие полномочия, которые разбиваются то, что рекомендациям, обращениям можно не Давайте реагировать. На примерах поговорим. То, что есть на бумаге и чего не хватает для реализации. Именно этого нам действительно не хватает. Мы, когда будем в парламенте с докладом выступать, обязательно подчеркнем эту важность, потому что сегодня, если уж говорить про взаимодействие, да, мы взаимодействуем не только с дружественными нам странами, а помимо российских стран, тут можно еще сразу привести пример, что на полях этих мероприятий мы не просто познакомились с коллегами из Латинской Америки, Венесуэлы и Никарагуа, но и с Республикой Венесуэла уже заключили меморандум о взаимодействии. И со стороны Никарагуа тоже договорились. Наконец, познакомились с юго-осетинскими коллегами, с которыми тоже планируем вести взаимодействие. У нас давно подписан меморандум с Приднестровской Молдавской Республикой, тоже взаимодействуем. Стараемся участвовать в их мероприятиях, хотя бы по видеоконференц-связи, естественно, их приглашаем на наши мероприятия. То есть такое взаимодействие у нас уже существует. Что касается той темы, о которой мы говорили, да, о нашем законодательстве, то действительно широкие полномочия, которые можно просто не обращать внимания. То есть как выглядит процедура? К нам приходит обращение, мы на него реагируем, соответствующее письмо направляем в ведомство, и ведомство может нам не ответить. И за то, что оно нам не ответит, ему ничего не будет. Доклады, ежегодные доклады, да, делает аппарат, расписывает проблемы, но где это находит отражение? Получается, нигде. Пока мы не видим серьезных подвижек. Мы ежегодно рассказываем в докладах о состоянии наших тюрем, о технических оснащениях медицинских учреждений. Да. Но, к сожалению, пока серьезных подвижек мы не наблюдаем. Давайте договорим про сотрудничество с российскими коллегами. С помощью, насколько я понимаю, этих контактов вы выходите на уровень международный. Да.
В чем заключается вот этот обмен? Я понимаю, обмен опытом, законодательная база. Вы говорите, что какие-то инициативы можно перенять у них. Что еще? Вот общественная приемная, в которую могут обращаться и граждане Абхазии, и граждане России. Это вот такой конкретный пример. В каких еще, может быть, вопросах могли бы оказать помощь российские коллеги? В чем их заинтересованность в таком сотрудничестве? С нашей стороны, понятно, институт молодой относительно, да, других аппаратов. Значит, к нам могут обращаться не только граждане каких-то отдельных стран, но и лица без гражданства. У нас в стране зачастую мы сталкиваемся с проблемами как раз-таки людей, которые не являются гражданами ни одной страны. Вот вчера к нам приходил в аппарат человек, который живет в Абхазии с 1985 года, который все еще не является гражданином страны. То есть у него нет никаких документов. Очень интересно, каким образом Я говорю, в Советском как у нас Союзе может быть неучтенный человек? То есть он приехал ребенком в Абхазию, он ходил в школу здесь, случилась война, документы были утеряны. И вот сегодня человек взрослый, составил, значит, у него уже семья есть, вот, но при этом он не может быть отцом своим детям по документам, супругом своей жены. То есть ни паспорта, ничего у него не было. Нет. Вот мы сейчас вот будем обращаться в инстанции для того, чтобы как-то это помочь редкий человеку. такой случай. Это, к сожалению, не редкий случай. К сожалению, не редкий случай. И таких у нас много. Вот помимо того, что мы принимаем очно граждан и лиц без гражданства в нашей приемной, у нас также работает телефон. Мы получаем даже анонимные обращения. Тоже был недавно случай. Мы ездили. Вот на анонимные звонки вы должны реагировать? Мы реагируем на все. Должны, не должны, это уже другая часть, но тем не менее мы реагируем абсолютно на любую информацию, которая к нам поступает, и даже если мы понимаем, что она заведомо недостоверна, мы все равно ее проверяете. Да. А чаще всего вот с какими вопросами в общественную приемную, и много ли вообще людей? Вы ведете наверняка учет, и количество, и тематика этих обращений? Естественно, мы ведем запись обращений к нам, статистику ведем, какое количество жалоб, с какими вопросами, да, вот сейчас подводим итоги 2023 года, и по статистике этого года мы можем сказать, что гражданских дел у нас было в этом году больше, чем каких-то иных. То есть по гражданским вопросам обращаются чаще. Случаи бывают разные на самом деле, и если говорить о каком-то системном погрехе, да, это вот наша больная тема, это вот документация в восточных регионах Абхазии. По этому поводу, да, если мы продолжим тему взаимодействия и тему того, что уполномоченный мощный, но нерезультативный, да, то тут хочется подчеркнуть, что это входило вот как раз-таки в тот намеченный план мероприятий и действий, которые мы для себя наметили, начиная деятельность, то можно как бы из хорошего сказать, что мы достигли хороших договоренностей и хороших дружеских контактов с главными для правозащитника ведомствами, это силовыми структурами, с прокуратурой генеральной и с МВД. То есть сегодня мы можем сказать, что наши обращения не просто не игнорируются, а мы в очень быстрые сроки получаем информацию. А бывало даже так, мы еще не направляли запросы, устно выясняли ситуацию, и это действительно является большим подспорьем. Потому что по процедуре, пока мы напишем письмо, пока мы его направим, у них есть 30 дней на рассмотрение, на ответ. Актуальность многих вопросов, она теряется. Поэтому сегодня хочется подчеркнуть, что это стало хорошим подспорьем для нас, то, что мы беспрепятственно получаем информацию, достоверную информацию. И самое главное, что мы можем по звонку многие вопросы утрясти. Плюс тоже, мне кажется, хорошим показателем такого доверительного взаимодействия является то, что мне за эти 8 месяцев не препятствовали ни в посещении мест лишения свободы, ни свиданий с заключенными. То есть как только появляется такая необходимость, мне эта необходимость, она по закону должна быть представлена, но она еще представляется без разных проволочек. Сейчас вот, мне кажется, звучит такой очень важный нюанс. Вот вы смогли выстроить, получается, такие отношения. То есть это не по тому, как это, по идее, должно быть, всегда работает, но почему это сейчас работает? Ну, здесь, мне кажется, важность, опять же, мы в 21 веке все еще говорим про личностное взаимодействие как основополагающее. Тут вот
исходя из, наверное, качеств руководителей этих ведомств, да, мы смогли к такому консенсусу прийти. Но хотелось бы, чтобы это было не просто потому, что так вот хорошо мы подружились, а чтобы это было именно закреплено в законодательстве. То есть мы должны обязать наше ведомство реагировать своевременно и качественно на обращение. Это как раз-таки вопрос к законодателям, с которыми тоже у нас есть очень приятный и интересный опыт. Мы, опять же, находимся в дружественном взаимодействии с депутатским корпусом. И ярким примером тоже можно обозначить наша самая главная проблема, системная проблема, да, с которой мы сталкиваемся, в принципе, очень давно. С 2014 года она у нас висит как актуальна. Это вот документация жителей восточных регионов Абхазии и правовые проволочки с документом ВНЖ. То есть у нас бесконечно происходят какие-то поправки в это законодательство, которые друг другу противоречат, они остаются как актуальные все вместе, и человека у нас, к сожалению, в центральных районах Абхазии с грамотностью юридической не все готовы понимать, что от тебя хочет должностное лицо, а тут мы говорим о восточном регионе, где люди действительно не понимают, что от них требуют, и необоснованность количества этих справок и невозможность их продемонстрировать создает сложности. И вот мы обратились в парламент, комитет по правовой политике к Дауту Витальевичу Хутову и комитет по национальной безопасности к Тимуру Адамуровичу Шергеле с просьбой, давайте мы рассмотрим действующее законодательство и попробуем внести в него поправки. Нам утвердительно ответили, мы не просто поучаствовали в этой деятельности, но вот эксперты нашего института Астан Хашик и Астан Дагургуля совместно с паспортно-визовой службой Республики Абхазия проработали поправки, и эти поправки были приняты в конце этого года на сессии. Эти поправки были приняты, мы сейчас ждем, когда Кабмин подготовит соответствующие постановления, и мы надеемся, что это здорово упростит и понимание, и процедуру получения этого документа для жителей восточных регионов. Я хотела уточнить, срок действия выданного вида на жительство Абхазии изменился с 5 до 10 лет. Вы об этих поправках говорите или дополнительные? Там, помимо этого, есть перечень документов, необходимых для подачи первичного заявления. То есть мы... Они уже вступили в силу, поправки, о которых вы говорите? Поправки уже приняты, но вступят в силу тогда, когда Кабмин их внесет. Мы вот ждем, когда постановление Кабмина заработает. Вот, помимо срока, да, но действительно процедура выглядела сейчас так. Кому-то предлагали, как в первый раз, собрать пакет документов. Пакет документов был уже собран единожды, он уже был сдан, и перевыпускать эти справки какие-то невозможно, какие-то создают трудности. То есть, давайте упрощать процедуру. То есть, если у человека есть документ, он должен принести заявление, свежую фотокарточку, квитанцию с банка. Все. Мы так получаем свой общегражданский паспорт, когда обмениваем его по сроку годности. Вот давайте с ВНЖ делать то же самое. Плюс перечень документов необходимых. Да, он был раздутый, действительно раздутый. Да, самая большая проблема, а где ваша прописка? Но если у человека нет документа, куда он прописку поставит? Вот у человека, про которого я говорила ранее, про человека, у которого лицо без гражданства, проживающего в Абхазии столько лет, у него, кроме вот копии советского паспорта, свидетельства о рождении, ничего нет. Вот куда ему должны были прописку поставить? То есть, требования, которые, необоснованные, которые, не способен человек предоставить. То есть вы за то, чтобы... этот закон такой спорный, очень много лет он обсуждается, то упрощают выдачу гражданства, то наоборот усложняют, то эти паспорта изымают и так далее. Вы сейчас на стороне, получается, власти, которая за то, чтобы дали возможность жителям Галского района. Конечно. У нас, как вы себе представляете, что человек живет без документа? Так не бывает. Это человек, который не временно приехал в Абхазию перезимовать, отдохнуть и там через полгода уехать. А люди, которые живут на территории Абхазии с 93-го года. Они находятся здесь, живут, ведут быт, и они находятся без документов. Но многие в этом угрозу видят. Если бы мы говорили об общеабхазскому паспорту, то, наверное, да, можно было бы поднять тему угрозы. Но мы говорим о виде на жительство. Это совсем другой документ. Он отличается от гражданского паспорта
ввиду ограничения в правах. Участие в выборах. Участие в выборах, да, в референдумах и так далее. Хорошо, вернемся тогда к сотрудничеству с коллегами из России. В 2024 году какие запланированы у вас, может быть, встречи? Что интересного, да, вот если по конкретным делам, если вот говорить, что можно, кроме того, что вот законодательная база, которую мы можем, допустим, перенять у них, что можно еще сделать? Чего нам вот хотелось бы, в чем вот этот взаимный интерес заключается вот такого сотрудничества с их стороны, с нашей стороны? Ну, с нашей стороны, понятно, мы заинтересованы просто потому, что действительно у нас молодой институт, и если в разных других ведомств есть долгая история независимого существования, да, в рамках государства, то мы молодой институт, который только набирает обороты, только становится, да, вот мы впервые столкнулись вот с этой проблемой законодательной. Значит, вот здесь закон нам не подходит. Да, мы хотим, помимо широких полномочий, еще и требовать, как раз-таки, когда мы готовились к мероприятиям, на которые мы ездили в Москву в октябре месяце на конференции, мы там как раз для себя подчеркнули, что региональные омбудсмены основываются на региональных законодательствах. И вот в Иркутской области, например, у уполномоченного есть механизм законодательный требовать исполнения решений. Мы этот вопрос подчеркнули и вот хотим нашим парламентариям продемонстрировать. Как вы думаете, реально это сделать в Абхазии? Когда мы порой видим, что серьезные законы иногда вот не соблюдаются, а может ли вот омбудсмен... Ну, я так надеюсь, что демонстрируя необходимость, можем добиться больших результатов. Летом, если я не ошибаюсь, вы опубликовали отчет, провели мониторинг в местах лишения свободы, и ситуация не новая, да, мы все об этом знаем, что у нас нет соответствующей тюрьмы, строительство ее планировалось, потом вопрос отложили. Вот опубликовали вы доклад, вы говорите, что сотрудничаете с правоохранительными органами, у вас хорошо налажены вот эти связи, но тем не менее какая-то реакция на вот что-то изменилось? Государство строится на 3 вещах. Первое, что начинает строить государство, с тюрьмы, потом уже больницы и школы. Наша с вами тюрьма выглядит совершенно не соответствующе ни по уровню бытовому, ни по своему значению. Да? И действительно, мониторинг тюрьм происходил все эти 5 лет. И о них бесконечно докладывается, и мы в своей деятельности ежегодно будем об этом говорить, пока проблема будет существовать. Да? Почему проблема? Потому что, давайте понимать, а для чего нужна тюрьма? Какая цель? Просто исправление человека. Просто посадить, чтобы он сидел в одной камере? Это же не эта цель. Цель исправления. О каком может быть речь исполнения, если человек не может в соответствующих условиях физиологически существовать? Это здоровье подрывается. Здоровье подрывается, в принципе, в местах лишения свободы, психоэмоциональное уж точно. Плюс несоответствие нормативов. Вот. И, опять же, мы наблюдаем такую интересную картину, как взаимодействие преступников в разной степени тяжести. Да. К сожалению, когда человек совершает относительно незначительное правонарушение и получает незначительный срок за него, он сидит с рецидивистами, с опытными участниками преступной деятельности, которые образ жизни, это вот вернуться еще обратно больше в тюрьму, вовлекается то есть в процесс. Он вовлекается, его вовлекают в эту деятельность, да, он знакомится с этой субкультурой поподробнее и взаимодействует. То есть мы его на курсы повышения квалификации отправили, а не на исправление. То есть это большая проблема. И когда вот парламент объявлял амнистию, да, в эту амнистию был большой перечень лиц, которые входят, да, и вот особенно хочется еще раз подчеркнуть, что в эту категорию вошли лица, совершившие впервые преступления и незначительным сроком отбывания, да, меньше 3 лет, да, это незначительно у нас идут. Эта амнистия отличилась тем, что очень много коррупционных дел попало под эту амнистию. Как вы к этому отнеслись? Страна недополучит большое количество денег, которые как бы по судебным делам можно было бы
К этой амнистии вернуть. можно по-всякому относиться, да, и когда депутаты о ней говорили, они понимали, что все-таки будут много спорных тем. Но так как если бы это пошла бы какая-то персонализация, да, потому что дело одно, а степень тяжести у этого дела разный, да, они ушли от персонализации, дабы не было какого-то в их действии заинтересованного умысла, но тем не менее вот под эту амнистию попали люди, которым хотелось бы пожелать посидеть еще, но Некоторые в розыске, они еще даже не отсидели ни один день, и они уже попадают под амнистию. Есть и такие примеры да, это интересные. такая палка о двух концах, о которой мы тоже много раз уже говорили, но еще раз, исходя из того, кто туда в эту амнистию попал, мне хочется сказать, что лучше, конечно, этих людей изолировать от этих мест лишения свободы, где шансов больше повторить, нежели исправиться. Плюс наша женская категория лиц, отбывающие наказание, они сидят у нас в МВД. Там сегодня делается посильный ремонтик, но это не то, чего бы хотели бы, наверное, сами сотрудники, да, потому что бесконечное закрашивание. Ну, а некоторые давно. ждут исполнения наказания до совершеннолетия детей, а за 14, там, сколько лет им ждать еще? Ситуация может измениться, они могут, там, обстоятельства измениться, они могут подать какие-то повторные заявления. Так что, конечно, это большой разговор отдельно про тюрьму, про то, как Да, вообще система наказания у нас в стране устроена. Но я думаю, мы вернемся обязательно к этой теме. Спасибо, что пришли к нам в студию. Мы рады вас видеть. Будем еще раз. И обязательно вернемся к этим темам, о которых мы так немного успели поговорить. Благодарю. большое вам спасибо за приглашение. Действительно, было много что сказать, и тем у нас на самом деле много, и в двух словах о них не скажешь. Мы даже не приступили к обсуждению планов на будущее, хотя планы мы себе тоже ставим достаточно амбициозные. Давайте Да, коротко. давайте. Мы обязательно будем продолжать развитие взаимодействия. Мы уже запланировали мероприятия и в Москве, и планируем участвовать в нескольких мероприятиях на территории Российской Федерации. И, конечно, вот мы в этом году провели в преддверии празднования 75-летия принятия Декларации о правах человека, мы провели в АГУ первую международную практическую конференцию, на которую по видеоконференц-связи к нам присоединились коллеги из Южной Осетии, из Москвы, Приднестровья, Ярославля. Мы планируем ее провести уже очно, пригласить коллег, студентов из российских вузов, там, молодежный совет при уполномоченном федеральном к нам сюда, и темой будет как раз-таки 30-летие нашей Конституции, и к этому мероприятию мы тоже будем готовиться. В общем, планов очень много, они достаточно амбициозные, но вполне себе решаемые. Желаем вам, естественно, удачи. Будем, конечно, это все обсуждать и у нас в эфире. С большим удовольствием это сделаем. Спасибо. Я напомню нашим слушателям, у нас в студии была уполномоченная по правам человека Анна Скишмария. Говорили мы о состоянии прав человека в стране и о взаимодействии с коллегами из России в вопросах прав человека.